герои древних гор, краса и честь Кавказа. Моя любовь для вас, и эти строки вам. Как звонкий долг несу я скромный гимн горам, стенам незыблемым природного каркаса. Я видел мужество сердец, чужда им лесть, и гордость дикую следил в глазах с любовью. Ей были дороги свобода, правда, честь и счастье жертвовать за них своею кровью. Эти строки я написал в 1912 году в Нейнгофе, в родовом имении моего отца, отставного гвардии-ротмистра барона Якова Яковлевича Икскуля. Легенды многих народов хранят свидетельство духовного устремления людей к горным вершинам. Ведь горы — обитель богов. Истинный смысл этого выражения для меня, урожденца равнинной Исляндии, в полной мере раскрылся только там, в далеких горах. На Кавказ я попал случайно. По пути в Америку я встретился с группой наездников, осетин. Они плыли за океан на заработки. Мы быстро подружились. И вскоре после их возвращения домой я получил приглашение приехать в Осетию. Я полюбил этих гордых и свободолюбивых людей, их верность дружбе, слову и особенно вере. Потом я ушел в отставку и стал писать о том, что я слышал, и о том, что я видел сам. Осетинский язык, и я ни слова не понимаю из того, что поется. Но пение так трагично, так торжественно, что меня невольно пробирает холодная дрожь. Наверное, потому что жестоко и беспощадна была жизнь горцев. Борьба за существование выработала в них своеобразный иммунитет, способность выжить благодаря суровости нравов и обычаев. По этим неписанным законам и жил старейшина рода Туцати, почтенный Заурбек, глава светской и духовной жизни ущелья. Это ты? Да. Что так долго? В Хэцаге я был, у Тимира Татарати. На днях он пригонит своих овец сюда и будет жить у нас. Могу ли я спросить тебя? Говори. Зачем приедет Тимир? Я же тебе сказал, он пригонит своих овец на лето. Залихан, позови Кургока. Тимир твой друг, но ты никогда так торжественно не объявляла о его приезде. Ну, хорошо. Успокойся. Тимир старается для своего племянника Керима. Помнишь его? Но Керим не посылал к нам сватов. Залихан сказала бы мне об этом. А может быть, она позволила заслать их. Вы, женщины, всегда скрытны в таких вопросах.
лошадь. А ты, Илоев, с арестованным, да глаз с него не спускай. Доброе утро, девушки. Залихан. Извини, у меня дело к тебе. Слушаю тебя, Зураб. Вернулся ли Заурбек? Да. Это хорошо, что он уже здесь. Скоро праздник Бава-селла. В этом году, наверное, соберется много людей. Да. И это благодаря Заурбеку. С тех пор, как у нас в ауле стал старшим твой отец, люди стали жить богаче. Я рад за ваших старших. Благодарю тебя, Зураб, за хорошие слова о нашей семье. Мне надо идти. Подожди. Залихан, скажи мне на прощание. Смею ли я передать моему названному брату Кериму, что он может надеяться, засылая сватов? Я жду. Нет, нет, никогда. Почему? Извини меня, Зураб, я пойду. Что ему нужно? Про отца спрашивал. На, возьми, поешь. Фундухов, завари-ка чай. Да пошевеливайся же ты! Нам надо засветло успеть. Приветствую вас, господин Пальчиков. Хорошо, что застал вас. Рад тебя видеть, уважаемый. Что-нибудь случилось, старшина? Да нет. Все в порядке, слава богу. Доверительный разговор есть. В ауле я не смог поговорить. Понимаю, Габор. Говорите. У меня к вам просьба. Нельзя ли сделать так, чтобы этот убийца не попал во Владикавказ? У меня приказ. И я не могу его нарушать. А убийца он или нет, это суду решать. Какой суд? На его черкеске была кровь моего сына. Теперь он мой кровник. Отдай его мне. Это невозможно. Мы столько дней охотились за ним, и отпустить? За его голову власти обещают 2000 рублей. Я тебе даю эти деньги сейчас. Только отдай его мне. Это опасный преступник. Его надо судить. Что касается твоего предложения, то оно противозаконно. Ну хорошо. Я даю тебе 3000 рублей. А ты скажешь, что он сбежал. Тебе поверят. Потому что он уже сбегал. Здесь много свидетелей. Свидетелей тоже не обижу. Они будут молчать. Ну хорошо. Я тут отойду, а ты поговори с ними. Стой! Ты куда? Догнать! Я не убивал твоего сына, Ты куда смотрел, раздява? Ну, я пойду. Вечером встретимся с тобой, Салихан. Хорошо, хорошо, Салиман. С тех пор, как стоят эти горы, мужчины, которые умеют ценить и честь, и верность, объединялись
чтобы помочь друг другу в нужде и опасности. В честь этого они пили клятвенный бокал. Почти каждый имел названного брата, на которого он мог положиться больше, чем сам на себя. Надо было похитить ее, чтобы насолить этим хваленным Туцати. Но это так и есть. Еще недавно наш род был зависим от них. Да, но зачем это выпячивать? Я ей не нравлюсь. Видимо, поэтому она отказала. Клянусь тебе, Керим, я уговорю ее. Ты же знаешь, с первого раза редко кто дает согласие. Может, она любит другого? Я точно знаю. В этот дом еще никто сватов не засылал. Ну, хорошо, Зураб. Пусть будет так. Пусть так. Тогда надо обратиться к священным стрелам. Попроси об этом Заурбека. Хорошо, Керим. Только не называй моего имени. Я сделаю все, как ты сказал. Неужели ты умер? Я так ждала тебя. Сам Бавасила послал мне тебя и тут же забрал. Ты так и не узнаешь, как я мечтала встретиться с тобой. В тебе, о всемогущий, достигли мы полноты жизни. Без тебя же мы потеряны, как песчинки в горах. Не покидай меня, Господи, не дай низвергнуться в теснины темные, а вознеси на высоту. Жители ущелья в большинстве своем христиане, а по сути язычники. Эта двойственность и отразилась на образе мышления Заурбека. Христианство и близкое его сердцу язычество. Пусть войдет. Я прервал твою молитву. Будь гостем, Зураб. Мир этому дому. Раздели со мной хлеб, соль, проходи. Ты извини меня, уважаемый Заурбек. Я хотел бы узнать с твоей помощью о важном деле. И что же это за дело? Мой друг любит девушку. Войдет ли она в его дом? Ну что же, постараюсь тебе помочь, Зураб. Бавасила. Я отказывалась всем, потому что ждала его, моего любимого Урусхана. Кто ты? Ты жив? Ты жив, Урусхан? Как же я мог умереть, не увидев тебя? Я и не думала, что ты умер. Я просто испугалась. Ты знаешь, кто я такой? Конечно, да. Ты знаменитый абрек Урусхан. Тебя ищут. А ты не выдашь меня? Среди Туцати никогда не было предателей. Ты знаешь мое имя, а я твое нет. Я Залихан. Тебе плохо? Потерпи, я позову кого-нибудь. Нет, не нужно. Никто не должен знать, что я здесь. Что же мне делать? Принеси мне что-нибудь поесть, и я уйду. Я все сделаю для тебя. Я буду ждать тебя, Залихан.
березовые палочки для гадания напоминают раздвоенные наконечники древних стрел. Отсюда возникло и выражение «спросить у стрел». Алла утвердительно ответил на твой вопрос. Принеси ему благодарность от имени названного брата. Хвала тебе от Баасилла. Заурбек, извини, но как ты узнал о Кериме? Я догадался, для кого ты стараешься. Свобода интимного чувства нетерпима, неприемлема в существующих условиях. Эта свобода воспринимается как пренебрежение к законам гор. И это знает Залихан. Но любовь, подобно наваждению, неудержимо влечет ее к любимому человеку. Она захлестывает ее, не оставляя времени для раздумий. Голос крови заглушает едва слышимый голос разума. Русхан! Русхан, где ты? Я здесь, Залихан. Здесь. Я все сделала, как ты сказал. Нас никто не видел в прошлый раз? Нет, я никому не говорила о тебе. Ты молодец, Залихан. Не прикасайся ко мне, как ты смеешь. Я обидел тебя? От Урусхана я этого не ожидала. Что я сделал плохого? Правильно люди говорят, что для обрека не существует ни чести, ни приличия. Что ты знаешь о моей чести? Мне стыдиться нечего. Так не поступает благородный человек. Я не хотел обидеть тебя. Совсем зверем стал. Все время один, а тут, как увидел тебя, да еще так близко. Ты прости меня. Залихан, ты должна мне помочь. Я сильно ушибся. Мне надо укрыться где-нибудь здесь. На время. Ну где же ты будешь прятаться? Кругом люди. Там, где их нет. Где же? В священной роще. Нет, нет. Только не там. Это святотатство. Но почему? Баасилла покарает тебя. За что? Что плохого я ему сделал? Поверь мне, Русхан, никто не смеет даже заходить в рощу. Болезнь и безумие поражает дерзких и даже несведущих. Я это хорошо знаю. Мне надо отлежаться. Отлежаться я могу только там. И ты мне в этом поможешь. Ты ведь не хочешь, чтобы меня схватили? Конечно, нет. Принесешь мне что-нибудь из одежды в рощу? Я не могу, Русхан. Я не могу войти туда. Ну, хорошо. Я встречу тебя на краю рощи. Урусхан будет ждать тебя. Эй, Кургок, ты здесь? Бог в помощь. Послушай меня, Кургок. Ты хочешь заработать? Ты должен последить за молодой хозяйкой, только осторожно. И сразу же сказать мне, если кто-нибудь из посторонних приблизится к ней. Ты понял меня? А это тебе. Возьми, возьми. Ну. Я не ошибся в тебе, Кургок. Ты настоящий мужчина. Только чтобы никто не узнал о моей просьбе. Договорились? Ну вот и хорошо. Найдешь меня? Священная роща. Сюда все же пришел Урусхан. Он знает, что ни одна живая душа не осмелится даже приблизиться к ней. Слишком велик страх перед могущественным божеством. Сам он уже давно не верит ни Богу, ни людям, во всем полагаясь на свое чутье Абрека.
стал не по своей воле. Он рано осиротел и поэтому был очень привязан к своему названному брату Гиго. Однажды, возвращаясь домой после веселой свадьбы, Гиго смертельно ранил задиристого пьяницу, сына аульского старшины Габо. Так он защитил свою оскорбленную честь, но теперь единственному кормильцу большой семьи грозила кровная месть и каторга. Верный клятве Урусхан взял на себя вину своего названного брата. Он надел его окровавленную черкеску и в ней встретил стражей порядка. Вскоре он бежал из тюрьмы. Урусхан от долгих лет скитания устал. И встреча с девушкой отвлекла его и наполнила молодое сердце приятным, незнакомым теплом. Постой, Залихан. Я хочу тебя спросить, ты простила меня? Не будем вспоминать об этом, Урусхан. Я должна идти. Не спеши, Залихан. Послушай меня. Я хочу, чтобы ты знала. О чем ты? Я не хотел бы с тобой расставаться. Это невозможно. Я должна идти, Урусхан. Ты любишь кого-нибудь другого? Нет, нет, что ты? Ну тогда давай убежим отсюда вместе. Я не могу без тебя. Урусхан! Нам суждено быть вместе. Я боюсь, боги накажут нас. Я беру на себя этот грех. Пусть Баул Арсила видит, как любит Урусхан. Урусхан! Пусть все видят это. Отпусти! Пусть все видят. Он полюбил ее сразу, с первого взгляда. Он полюбил ее всем пылом своей необузданной натуры. И она всей душой открылась этому человеку. Почему Баал Асила не наказывает меня слепотой и сумасшествием? Пока ты со мной, никто тебя не тронет. Не бойся. Он уже наказал моего брата за то, что он вошел сюда. Я боюсь. Уйдем отсюда. Не бойся. Я отвечу перед ним. Он поймет меня. И мы всегда будем вместе, Залихан. Священный лес стал немым свидетелем их любовных признаний и клятв верности. Еще долго слушали вековые деревья, как любовь поет свою древнюю, зарождающую жизнь песню. Подожди. Что тебе нужно, Зураб? Девушке не следует ходить так далеко одной. С каких это пор Кодати указывает дочери Туцати? Наша фамилия всегда верно служила Туцати. Только поэтому я хочу спасти от позора дом уважаемого Заурбека. О чем это ты? Назови мне имя этого человека. Нет, я не могу этого сказать. А если об этом узнает твой отец? Что ты ко мне пристал? Я все равно ничего не скажу.
Я спрашиваю тебя об этом только потому, что Керим мой названный брат. Что мне за дело до Керима? Ты будешь его женой. Кто это тебе сказал? Это воля Дбау Ассела. Что? У тебя нет другого выхода. Этого не может быть. Почему? Я не люблю его, Зураб. И оставь меня. Ты пожалеешь об этом, Залихан. Зали, это ты? Да, мама. Подойди ко мне. Тебя видел кто-нибудь? Я не хочу идти в дом Керима. Почему, дочка? Я не люблю его. Успокойся, успокойся. Тебе там будет хорошо. Я не хочу уходить от тебя никуда. Когда-нибудь это должно было случиться, дочка. Мне тоже будет тяжело без тебя. Ну, что поделаешь? Как сказал отец, это желание самого Всевышнего. Я боюсь его, он плохой бог. Не говори так никогда. Ты же знаешь, какой он суровый. Как можно жить с нелюбимым человеком, Нана? Я не хочу. А Урус-хан и не сомневался в своем счастье. Не сомневался он и во взаимной любви. Умиротворение впервые вошло в его сердце. Подойди к нам. Смотри, Урус-хан, стол черный. А почему он черный? Потому что люди забыли Бога. Не молятся ему. Оттого и жертвы ему неприятны. Кто же вы? Мы судьи. Мы судим людей. Послушай нас. Люди земные много грешат, а потому следует послать на землю град. При этом должна быть сильная буря. Еще должна быть темная ночь. А граду идти 3 дня. Я слушал многих. Скажи-ка мне свое суждение о земных людях, так как очередь твоя. Если Бог погубит свой народ, который молится ему постоянно, то пусть он погубит сначала тех судей, которые вынесли такой приговор. Хорошо ты рассудил, любимый мною Урус-хан. Я доволен. Люди зашли в тупик, но молнии осветят их путь. Твои слова о земных людях одержали верх перед ним. Он пощадил свой народ. И этих быков примет как жертву. Тебе повезло. Беда, Урус-хан, беда. Беда, Урус-хан. Урус-хан! Что с тобой, Залихан? Беда, Урус-хан. Теперь Бао Ассила, кажется, покарает меня. Что случилось? Успокойся, я же с тобой. Нам нельзя больше встречаться. Почему? Ну почему? Зураб обо всем знает. Да кто такой Зураб, чтобы я, Урус-хан, боялся его? Я не могу, я не должна больше бывать здесь. Понимаешь, Урус-хан? Они ни перед чем не остановятся. Я должна идти. Да хранит тебя Всевышний. Залихан! Залихан, подожди! Твоя дочь ходит в священную рощу.
Мы все туда ходим. Что тут плохого? Но она бывает там и в обычные дни. Не может этого быть. Она хорошо знает запрет. Я должен сказать еще о том, что она туда ходит... Она туда ходит к любовнику. Ты что говоришь, Зураб? Ты посягаешь на честь моей дочери, на честь нашего рода. Клянусь тебе. Я сам видел это. Смотри, Зураб. Кара будет страшной. Я говорю об этом потому, что считаю это своим долгом. Подожди меня здесь. Залихан, зайди сюда. Иди же. Послушай, что тебе скажет Зураб. Отец, он ненавидит меня, потому что я не захотела быть женой его друга. Бог нам свидетель, Зураб. Говори. Я видел, как она передавала еду в священной роще одному обреку, а потом обнималась с ним. Я не решился прервать это святотатство выстрелом, так как считаю это еще большим грехом. Залихан, это правда? Говори же. Ты будешь говорить? У Туцати в роду никогда не было предателей. Я не сказал тебе главного, Заурбек. Этот человек Урусхан. Что? На колени. На колени. Отбавасила. Твой верный служитель уничтожен. Нога женщины осквернила святую рощу. Неверующий вошел с ней в святая святых. Не гневайся. Не поражай нас смущением своим. О, горе мне, благодетель! Наставь меня и братьев моих, чтобы могли искупить грех, чтобы мы могли очистить святую рощу. Аминь. Иди к матери и никуда ни шагу. Зураб, ты настоящий горец. Хорошо, что ты не утаил от меня правды. Как я могу отблагодарить тебя? Я это сделал из уважения к тебе, Заурбек. А сейчас главное — святотатство. Что ты предлагаешь? Надо выполнить волю Дбауассилла. Да-да, Залихан должна стать женой Керима. Женой? А Керим? От Керима у меня нет тайн. И потом, Керим очень любит ее. Я об этом не подумал. И еще. Что ты хочешь делать с Урусханом? Всевышний его накажет. Нет, Заурбек, ждать нельзя. Его нужно схватить нам самим. Мы не смеем войти в рощу до следующей недели, во время праздника. И драться нам там нельзя. Ты об этом знаешь. Тогда мы хитростью сможем выманить его оттуда. Я должен собрать своих братьев. Ты им все расскажешь. Следует ли мне умалчивать о Залихан? Нет. Они должны знать всю правду.
Если бы это сказал не ты, Заурбек, я бы никогда не поверил. Неслыханный позор грозит всему нашему роду, если только Дбау-ас-Села не подскажет нам, как скрыть все это. Тамби прав. Надо прекратить это святотатство. От этого зависит судьба всех нас. Извините, что прерываю вас, но за голову Урусхана власти дают 2000 рублей. Они бы пригодились нам. Голову знаменитого Бабу тоже оценили высоко. Только пастух, который выдал его, не получил ничего. Не будем брать на душу еще один грех. Сроду у нас не было предателей. Я тоже так думаю. Но как нам захватить Урусхана? Ведь мы не можем войти в рощу, пока не начнется праздник. Надо окружить его, и он от голода сам выйдет к нам. Но для этого Тамби нужно очень много людей. Мы не можем долго ждать. Урусхан уйдет из рощи, и все станет известно всем. Если ты позволишь, Заурбек, у меня есть план. Говори, Зураб. Только бы Залихан не ускользнула, ведь она увлечена своим чувством. Послушай, Зураб, теперь ты стал для нас настоящим кунаком. А по поводу Залихан не беспокойся. Я позабочусь об этом. Залихан, что с тобой? Залихан! Получай! Он убил его! Стойте! Он уже вошел в рощу. Святую рощу! Заурбек, я пойду туда. Я убью его! Кровь не должна пролиться в святой роще. Кровь требует мести. Смерть Абреку! Смерть! Силла сам его накажет. Нам, его слугам, он выдаст злодея. Мой Мулдар мертв, а ты не разрешаешь мне самому отомстить убийце. Всевышний уже нас наказал за то, что мы допустили осквернение святой рощи. Так не допустим святотатства еще раз. Через день мы войдем туда и схватим его. Будь проклят! Ты и весь твой род, Урусхан! Кто породил тебя, не будет тебе прощения. Знай это и готовься к смерти, и моли Бога, если он у тебя есть, сын мой. Прими, брат, мои соболезнования. Наш Бог беспощаден. Урусхан, сыночек мой.
всемогущий, ты меня успокоил, мою душу. Благодарю за то, что разрешаешь схватить святотатца. Успокойся. Успокойся, Залихан. Баласилла открыл мне сейчас. Садись. Что Залихан должна стать женой Керима. А Урус-хан? Выкинь этого обрека из головы. Я не могу, отец. Ну хватит, Залихан, его дни сочтены. Я знаю. Залихан, люди не простят тебе твоего поведения. Забудь о нем. Я не хочу. Ну хватит об этом. Сиди здесь с матерью и не вздумай выходить из дому. Ты будешь много страдать, дочка. Что может быть хуже? Я даже не могу позаботиться о нем. Может, он умер, а я не могу оплакать его. Вы хотите, чтобы я вышла замуж за Керима? А я не люблю его и никогда не полюблю. О, всемогущий, помилуй нас. Мы допустили святотатство и хотим наказать виновного. Прости нам наши слабости и благослови нас. А стрелы, которые ты посылаешь в наказание, отклони и никогда не наводи на нас. Да будет с нами твоя благодать. Амин. Амин. По закону нельзя входить в священную рощу с оружием и тем более применять его там. Туцати надеются на успех, ведь они исполнили весь ритуал, общая молитва, пост накануне и никакого оружия с собой, кроме палок и факелов. Заурбек. Что будем делать с ним? Я убью его! Успокойся, Тамби. Сейчас не время для мести. Несите его ко мне в дом. Дерзкий осквернитель святыни схвачен и будет наказан. Но нет радости на лицах людей. Смерть Мулдара омрачила их. Туцати восприняли это как кару за то, что не уберегли святилище от позора. Готово? Что с ним, Инал? Кость не повреждена. Пуля прошла на вылет. Залихан, тебе нечего здесь делать. Иди в дом. Что будем делать с ним? Нам надо устроить суд. Нам самим этого делать нельзя. Ну тогда надо сдать его властям, пусть они его судят. Нет, нет. Вавасилла выдал его нам, не отомстив ему. Это плохой знак. Пусть выздоровеет, тогда мы избавимся от него. Бог нам в этом поможет.
Путь от аула Хыцак до горы Дбау не близок. Но когда едешь к другу, да еще по хорошему поводу, дорога становится короче. Для почтенного Тимира и его племянника Керима жизнь приготовила нелегкое испытание. Но надо уметь пережить то, чего нельзя избежать. Тебе надо дать им побольше раки. Да покрепче. А сейчас иди. Лучше, чтобы тебя здесь не видели. Хорошо, Русхан. Залихан? Что ты здесь делаешь? Я принесла ему отвар. Заурбек запретил тебе приходить сюда. Ты помнишь об этом? Я все помню. Эй, Инал! Ты для чего здесь? Что случилось? Когда случится, поздно будет. Награда большая, уважаемый Заурбек. Поэтому ее захотят получить все, кто участвовал в поимке. Извините, может, разделим ее поровну и все? Не об этом надо сейчас говорить. А о чем, Заурбек? Люди хотят получить награду. Никогда туцати не выдавали властям беглецов. Заурбек, надо выдать Урусхана как святотатца, как убийцу. Тогда никто не посмеет упрекнуть нас. Все это мне не нравится. Вы совсем забыли о Боге. Ваши разговоры дойдут до Него, и Он покарает вас. Что стоят все ваши молитвы после всего этого? Что ж ты предлагаешь, говори, раз уж решилась прервать наш разговор. Они любят друг друга. В том-то и дело. Этот обрек безнадежно развратит всех наших людей, лишит их веры. Его пагубное влияние уже коснулось твоей дочери. И столь глубоко это влияние, что она спешит к нему тайком от всех, забыв все законы, предавая тем самым весь наш род. Мы не можем рисковать судьбой нашего рода. Вы обвиняете мою дочь в измене. За что? Она всего лишь любит человека. Но это же не измена. Измена творится со злым умыслом. Любовь и злой умысел никогда не уживутся. Отпустите его. Так будет лучше всем. Что ты говоришь, женщина? Он пролил кровь моего сына. Он обесчестил весь наш род. Успокойся, Тамби. Мы не решим этот спор сегодня. Да поможет нам Дбау Ассилла и на этот раз. Амен. Залихан, заходи, заходи, не бойся. Хорошие пироги ты сделала нам. Я тут принесла горячие раки. Может, хоть это поможет. Это хорошо. Попробуем, Инал? Попробуем. Держи. Да поможет святой Георгий. Амен. Налей ему. Хорошее лекарство. Возьми. Пусть сбудутся твои слова. Я правильно сделала? Налей мне еще, Инал. Держи. У меня еще тост. Спасибо. Вот хорошие пироги нам сделала Залихан. Да будут изобильными наши дома. Пусть такие столы всегда украшают нашу жизнь.
Урусхан не хочет снова попасть в руки властей, тем более сейчас, когда рядом Залихан. Чтобы помешать Туцати выдать его, он решается проникнуть в женские покои и приобрести там сыновние права. Проклятие! Бежал! Бежал! Он знает, что рискует жизнью, ведь тот, кого изловят на этой половине дома, должен умереть немедленно. Но момент благоприятен. Открой! Откройте же! Кто-нибудь откройте! Что случилось? Сбежал? Ух, болваны! Кто там? Кто там? Это я. Кто ты? Зурбек, мы найдем его, мы догоним его! И нас скорее! Помогите! Помогите! Да я твой сын. Вы туда! Не бойся, я не сделаю тебе плохого. Я теперь твой сын, мама. Ты кто? Я Урусхан. Теперь я твой сын. А где же твоя настоящая мать? Ее уже давно нет в живых. Проклятие! За душу, как паршивую собаку! Стойте! Теперь он мой сын. Ты сошла с ума. Перед тобой обрек и насильник. Отдай его нам! Оставь его, Заур. Бауасила отнял у меня сына, а теперь он вернул его мне. О, всемогущий, за что ты меня проклял? Старинному кавказскому обычаю сыном чужой женщины становится тот, кто сумеет припасть губами к ее груди. Ослепленный любовью, Урусхан не мог представить себе всех последствий, но он надеется на благоприятный исход. Любовь необходима для жизни, для любого поступка, ведь если любишь и любим, для тебя все надежда. Если нет, то нет и надежды. Урусхан. Тебе удалось приобрести сыновье право в нашем доме. И как нам это не трудно, но закон есть закон. Мацко. Тамби, теперь он наш родственник. Не могу. Нашего Мулдара забрал к себе Бауасилла. Взамен вернул другого мужчину. Это воля Всевышнего. А теперь послушай, Урусхан. Ты покинешь эти места, когда выздоровеешь. И навсегда забудь сюда дорогу.
Мурат, Слушаю, Мацко. жди нас здесь. Хорошо. Пойдем, Русхан. Ну вот мы почти пришли. Здесь ты будешь в безопасности, потому что вход на эту священную гору разрешен только нашему роду. А сколько времени я пробуду здесь? Ты пока выздоравливай, Русхан. Ты должен оставаться здесь, пока не будешь в силах уйти. В этой пещере молятся в святую ночь солнечного поворота. Знай это. Тебе надо как следует набраться сил, чтобы скорее уйти из этих мест. Когда будет солнце, выходи из пещеры. Этот воздух быстро исцелит тебя. Ты благороден, Мацко. И я всегда буду помнить об этом. Ну все же, когда вы меня отпустите? Мы выполняем волю наших старших. Они направили тебя сюда, и мы решать, как быть дальше. Только не вздумай уходить отсюда. Пошли тому. По нашим законам теперь он твой брат. И не может жениться на тебе. А ты хочешь нового позора? Мне, матери, ты этого хочешь? А он знает, чего хочет. Он сам захотел стать твоим братом. Не упрямься, дочка. Послушайся нас. Завтра придет Зураб и будет спрашивать у тебя о Кериме. Ты скажешь «да». Подойди ко мне. Мама, помоги мне. Спаси меня, а то я умру. Сделай так, как сказал отец. Тогда боги оставят в покое и тебя, и того, кого любишь. Сделай это. Из любви. Принеси эту жертву. Хорошо, Залихан? Урсхан понимает, Туцати умышленно разлучили его с Залихан. И не считает он, что на его пути возникло непреодолимое препятствие. С покорным нетерпением выжидает он своего часа. Кто ты? Никто. Значит, ты не человек? Не спрашивай меня ни о чем. Я здесь для того, чтобы предупредить тебя. О чем? Следуй за мной. Ну что же ты? Пойдем? Я не могу отсюда уйти. Так велел Заурбек. Он не станет упрекать тебя. Я позабочусь об этом.
закон этих мест, и за это будешь наказан. Да кто ты такой, чтобы угрожать мне? Ты узнаешь только то, что должен узнать. Непослушание обернется против тебя. Я люблю Залихан. Она все равно будет со мной. Любить другого человека не грех. Ты еще можешь искупить свою вину. Бери этот священный камень и молись. Зачем мне это? Не будь безрассудным, бери. Я не хочу. Ты должен покаяться. Я никому и ничего не должен. Кто ты такой, чтобы приказывать мне? Не святотатствуй, ничтожный. Ах, вот как? Посмотри на себя, Залихан. Свадьбу надо проводить в последний день праздника Тбауасселла, как и договорились. С этим, дорогой Тамби, мы согласны. Теперь хотелось бы узнать мнение девушки. Оно известно. Она не возражает. Мацко и Зураб, сходите к ней. Кто здесь? Нас прислали старшие. Узнать, согласна ли Залихан выйти замуж за Керима. Залихан, говори же. Что решил отец, с тем соглашусь и я. Залихан, воды! Зали, что случилось? Ей плохо. Зали, доченька. Амира, быстрее! О, боже мой, Зали. О, Тбауасселла! Мы собрались сегодня в Твою честь. Дай нам силы, чтобы боготворить Тебя. Дай нам хлеба, дай нам урожая. Отврати от нас гром и молнию. Пошли нам вместе с хлебом расположение земли, питающей нас, и солнца нас согревающего. О, Тбауасселла! Прими нашу молитву и жертву. Да будет с нами великий Бог. Амен. Амен. Когда державный двуглавый орел распростер свои могучие крылья над Кавказом, жители горных долин под его зорким оком стали вступать в лоно христианской церкви. Найдя, что и новая вера олицетворяет существо, которое повелевает дождем и громом,
Предки Туцати доказывали с тонким остроумием, что Уаз, святой по имени Илла у них, никто другой, как святой Илья у христиан. У каждого божества осетинского религиозного пантеона есть излюбленное место обитания. Для Уассила таким местом стала гора Дбау, отсюда и имя Дбау-Уассила. С тех пор ежегодно во время солнечного поворота отмечается праздник в его честь. Треугольные молельные пироги, ячменное пиво, приготовленное на родниковой воде из священной рощи, 5 ребер правого бока жертвенного барана, его шкура с неотделенной головой и ножками, насаженной на березовый шест, непременные атрибуты предстоящего ритуального горовосхождения. Ой, наша жарина, что грематься он на баку. Пещера, Лагат. Здесь, после ночного отдыха и молитв, восхождение на вершину горы Дбау продолжит сам Заурбек. Он должен принять там откровение свыше. Да откроется тебе Дбау-Ассила, Заурбек. Пусть его откровение услышишь ты так же, как и в прошлые годы. Аминь. Во все времена на вершину Святой горы мог ступить только Дзуарлаг, жрец. Он был посредником между небожителями и людьми и считался личностью неприкосновенной, облеченной полным доверием. Благодетель наш, ты не взял себе много пива. Хвала тебе. В этом году будем с урожаем. Ты услышал наши молитвы. Аминь. Целый год стоит пиво на вершине горы.
Набрав целебную силу, оно становится незаменимым лечебным средством. Там внизу, в святой роще, его с надеждой ждут страждущие. Откровение свыше, о котором люди узнают через Заурбека, ждут с тайным страхом и благоговением. Ведь их божество и великодушно, и беспощадно. Чтобы умилостивить его, молятся и постятся в долине. Чтобы отстранить его гнев, приносят ему жертвы. О, Дбау-Ассилла, благодарю тебя за то, что ты внемлешь моим молитвам. Люди всего ущелья благодарны тебе за урожай, за благословение очага, за то, что принял жертву нашу. О, всемогущий, я грешен, но ты услышь боли сердца моего. Ты один, а нас много, и каждый просит тебя, когда ему трудно. Я не уберег святилища от осквернения, и знаю, нет мне прощения. Об одном прошу: не наказывай виновных, накажи меня. Это я не смог их научить любить, как подобает любить Всевышнего. Прими мои молитвы и вразуми меня. Спокойно ли твое сердце? Нет. То, что возбуждает беспокойство в твоей душе, это и есть грех. Не делай этого. Но я так не могу. Беспокойство и сомнение не есть путь к истине. Сомневающийся оглядывается, и в этом погибель его. За каждый свой грех каждый ответит сам. Ты справедлив и беспощаден. Смотри и не оглядывайся. Чаша с пивом опрокинута. Теперь никакое человеческое влияние не отвратит неизбежного конца, указанного ему в откровении. Ибо не может быть устранено несчастье, решенное и указанное свыше. Видел ли то, что ожидал увидеть? Да. Получил ли ты благословение от Дбау-Ассилла? Он был откровенен со мной. Ты прости меня, Заурбек, мне нужно знать, что будет со мной. Я уже здоров. Ты должен оставаться до конца праздника здесь. Я пришлю за тобой. Но я не могу так долго ждать. Я хочу знать. Это все. Я должен людям передать волю Всевышнего. Они ждут.
Люди добрые. Бауассила явился мне. Он открыл мне глаза. Я думаю, что он и дальше будет нам помогать. Нам надо быть усерднее в своих молитвах и работе. С нами великий Бог. Амен. Амен. Давно ли болезнь вселилась в него? Нет, уважаемый Заурбек. Весной его жена с детьми попала под лавину, и вот с тех пор... Вардок! Подведите его ко мне. Здоров, люди, чудо! Бауассила помог ему! Слава тебе, Всевышний! О, Всевышний, прошу тебя благословить меня на женитьбу. Пусть твое благословение навсегда останется с нами. Амен. 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 Здравствуй, дорогой Заурбек. Рад видеть тебя на празднике. Люди говорят, что Бауассила явился тебе. Это хороший знак. Надеюсь, и наша жертва будет принята Богом. Я сегодня же хочу вернуться домой. До свадьбы мы уже не увидимся. Не торопись. Ты не посидел со мной за столом. Не обижайся, Заурбек, как старого друга прошу тебя. Пишу, чтобы как следует подготовиться к свадьбе. Угрызения совести одолевают Заурбека. Не все он рассказал людям, не открылся и давнему другу Темиру. Истово молясь, он ждал подсказки свыше. Ответом было молчание. Он дал мне знак. И он таким никогда не был. Надо скорее сыграть свадьбу. И все. Ты что-то не договариваешь. Успокойся. Это было последнее его явление. Больше он не придет к тебе. Что ты мелешь, женщина? Я Заурбек. Из людей я ближе всех к нему. Он не откажет мне. Успокойся, Заурбек, и послушай меня. Что еще? Слушай. И не перебивай меня. Как бы тебе этого не хотелось. Для Бауассила важен он сам. Ему, конечно, нужны деревья, и цветы, и люди. Но нужны они ему вообще. Вместе ему ничего не дорого. У него нет любви. Именно к тебе дерево, к тебе человек. Ему нужно лишь проявить самого себя. А сделав это, он уже тебя не любит. И
спокойно уничтожает. Ты думаешь, он простит тебя, если ты без конца будешь просить и каяться? Невелик труд. И ты тоже любишь только себя самого. И меня тоже не обманывай. Человеку не дано судить Бога. От этого все наши беды. Молись. Может быть, он сжалится над тобой. Грустит Урус-хан. Ощущение безысходности все сильнее тревожит его сердце. Также терзался он и когда узнал о нелепой смерти своего названного брата, погибшего в камнепаде. С тех пор его не страшит собственная судьба. С горечью думает он лишь о том, что теперь никто не узнает правду о его обречестве. Ожидая вестей о Залихан, он не теряет надежды на счастливый поворот в своей судьбе. Доброе утро, Кургов! Хорошее угощение ты принес сегодня, Кургов. Наверное, на празднике было много гостей. А он уже закончился. Значит, я смогу скоро спуститься вниз. Почему? Ты говоришь о Залихан? Она выходит замуж? За кого? Ну? За кого? Говори! Ну вот что, Кургок. Никто не должен знать о том, что я знаю о свадьбе. Иначе ты будешь не только немым, но и слепым. Хорошенько запомни это. Фатима, неси платок. А теперь можно надеть его. Вот так. Что-то наша Залихан сегодня бледна. Залихан, не переживай, будь веселей. Горская свадьба длится несколько дней. Новобрачные не присутствуют за праздничным столом. Невеста находится в женской половине дома, а жених ждет своего часа в компании друзей. Тосты в строгой определенности следуют один за другим. В них старший восхваляет небесных покровителей и произносит здравицы в честь молодых. Не была исключением и свадьба Залихан. Ой, наша жарина, штыргримазал на баго. Наконец-то. Не скучай. Куда это вы? А нас позвали.
уходи, уходи. Иди ко мне. Ты сумасшедший. Abun şasardın da kalırla uduştum amon için falan. Amin sağ ol. Kad maiş kemen yaşarda kamı kuttak bakşay ve duydar amon için vad. Amin sağ ol. Bazı çiyaz kazarı uyza bakaya kazarı şımbalat. Amin sağ ol. Hası kuttak kusağı bakşış gom fakışat. Amin sağ ol. Я боюсь, Русхан. А где Залихан? Смотри, украли Залихан, украли! Надо скорее сказать старшим. Да ты что? Бей Матко наверх, чтобы Залихан случилось. Я предупреждал. Где она? Ее здесь нет. Надо догнать. Они не ушли далеко. Генал, сюда! Проклятый обрек! Все за ним! У лошадей ноги спутаны! Что вы мешкаете? Режьте путы! Быстрей! Вот каково оно, долгожданное свидание с любимым. Ни малейшего следа радости, только тягостное, всезаглушающее чувство вины на свете. Она, невеста другого, нарушила верность ради любви к новоявленному брату, а Урус-хан злится на нее. В его душе кипит гнев, что Залихан дала согласие на свадьбу. Сейчас в безумном бегстве он не может бранить ее, не может осыпать упреками, но когда они будут в безопасности, думает он, тогда она должна раскаяться и научиться признавать в его лице единственного хозяина и повелителя. Что ты делаешь, Урус-хан? Нам от них не уйти. Я больше не могу. Я боюсь. Не бойся, здесь нас не заметят. Стойте! Они где-то здесь. Видите седло и уздечку? Вон на кустах. Они там, в башне. Зураб, что случилось? Почему остановились? Они там. Заурбек, разреши нам схватить его. Не бойся, Зураб, никуда они не денутся. Нельзя медлить, он опять уйдет. Вон за камнем, видишь? Послушайте меня. Да? Скоро по этой дороге должен проехать Керим. Чтобы все было по справедливости, надо предложить ему и Урус-хану сразиться. Пусть Всевышний рассудит нас. А Керим на это согласится? Должен согласиться. Заурбек, зачем ждать приезда Керима? Я его названный брат, я имею на это право. Хорошо, Зураб. Я пойду поговорю с ним. Заурбек, осторожно, у него может быть оружие. Ничего он мне не сделает. Урус-хан, я знаю, что ты здесь. Послушай меня. Говори, Заурбек. Только не приближайся. Нас здесь много. Я не хочу лишней крови. Что тебе нужно от меня? Пусть Всевышний рассудит нас. При чем здесь Всевышний? Ты должен сегодня сразиться в честном поединке. С кем? С названным братом жениха. А что будет с Залихан? Она останется с победителем. Девушка не должна принадлежать Абреку. Это позор. Мы не потерпим этого. Я больше вас хочу, чтобы они не были вместе. Бауа-Силла не простит мне этот тяжкий грех. Поэтому я призываю его быть судьей в этом споре.
Хорошо, Заурбек. Пусть будет так. Урусхан, если согласен, то спускайся. Не ходи. Не ходи туда, Урусхан. Я боюсь. Они убьют тебя. Они все равно не оставят нас в покое. Братья, эти двое решили сразиться в святом поединке. Они будут биться до тех пор, пока один из них не предстанет перед Богом, оставшийся в живых, и будет мужем девушки. Я хочу, чтобы это слышали все. Принесите 2 башлыка, да поплотнее. Мы будем хлопать в ладони. Чем ближе вы будете друг к другу, хлопки будут чаще. И наоборот. Дайте ему кинжал.
суд небесный стал для всех счастливым концом. Туцати в глубине души благодарны Зурабу за такой исход поединка. Ведь он избавил их от необходимости считаться со вновь обретенным родственником. Теперь у Туцати есть особая причина быть довольными. Могущество их бога, а значит и авторитет семьи увеличен и закреплен. О, Дбауассила, ты строг и справедлив. Мы благодарим тебя за это. Приведите Залихан. Очнись. Убийца. Подлый убийца. Я убил его в честном поединке. Будь проклят ты и весь ваш род. Пусть в вашей фамилии не будет больше одного мужчины. Убийца. Помоги ей. Проклятие несчастной Залихан сбылось. С тех пор в роду Зураба Кадати не было более одного мужчины в семье. Если они и рождались, то обязательно что-то случалось, и они умирали. Но это было потом. А пока Зураб спешит рассказать своему названному брату о случившемся. Приветствую тебя, Заурбек. Рад видеть тебя, Тимир. Ты прости меня. Керим, я и мои братья стоим перед тобой пристыженные. Ты оказал нам честь, пожелав взять в жены девушку из нашего рода. Но она сбежала с другим. Зураб защитил твою честь. Теперь тебе решать, хочешь ли ты взять ее в жены или возвратишь нам. Твоя жизнь, Залихан, не принесет тебе счастья. Я в этом уверен. Нам будет тяжело принять ее в свою семью. Но ты свободен. Выбор за тобой. Я не в силах отказаться от нее, дядя. Послушай меня, Керим. Я предупреждаю, что девушку, потерявшую свою честь, ты не введешь в наш дом. Я должен поговорить с ней. Керим не в силах отказаться от Залихан. Он любит ее уже давно, и обладание ею кажется ему заманчивым даже без взаимной любви. К тому же соперника нет в живых. Я знаю, что ты любишь Урусхана, но тот, которого ты не любишь, все-таки любит тебя. Это правда. Может, около него ты могла бы забыться. Я недостойна, Керим. Слышишь, я недостойна. Таких слов недостойна. Пойми это, Керим. Если ты чувствуешь вину передо мной, то почему бы нам не исправить ее? Поверь мне, я буду ласков с тобой, а прошлое оставим здесь. Может, судьба улыбнется нам. Потрясенная смертью любимого, Залихан не смогла противостоять обаянию дружелюбного Керима и не нашла сил сказать ему о главном. Прошло время, и на душе у Заурбека отлегло. Где нашелся бы жених для дочери после такого скандала? Многие из рода Татарати были возмущены против бесхарактерной влюбленности Керима. По их мнению, он не должен был прощать такого позора. Лишь авторитет Заурбека и Тимира сдержали их негодование. Послушай, Заурбек. Что у тебя еще? Может, вернуть дочку в дом, пока не поздно. Не будет ей счастья у Татарати. Ты что, рехнулась? Приданое уже отправили. И потом Керим благородный парень. Он защитит ее. Может быть и так. Но люди осудят. Почему? Ведь похитители догнали. Невесту освободили.
Тут нет ничего необычного. Тогда зачем ты умоляешь Дбау Ассила? Ты думаешь, он простит тебя? Ты себя спасаешь, а не Залихан. Но это не поможет тебе. Умолкни! И так нет счастья в этом доме. От Бау-Ассил, прости ей эти неугодные слова. Добрый вечер, Залихан. Почему ты так пугаешься меня? Ты в своем доме, и тебе нечего здесь бояться. Что случилось, Залихан? Извини меня, Керим. Я не смогла сказать тебе сразу. Но прежде чем я уйду, выслушай меня. Куда уйдешь? Тебя кто-нибудь обидел? Не об этом я хотела тебе сказать. О чем же? Говори. Керим, я скоро стану матерью. И когда он родится, он не увидит своего отца. Это ребенок Урусхана? Да. И ты будешь прав, Керим, если меня выгонишь. Я сам вырос без отца и знаю, как это трудно. А одной матери будет мало. Я не дам его в обиду. Никому. У тебя доброе сердце. Я хочу помочь тебе, Залихан. Поверь мне. О, Керим, я верю тебе, но не надо. Не будет у нас счастья с тобой. Из-за меня не будет. Успокойся, Залихан, и выслушай меня. Я буду хорошим отцом твоему ребенку. Я клянусь, что никто не узнает об этом. Но сейчас тебе надо отдохнуть. И если хочешь, поедем завтра со мной в город. Завтра приедет Зураб, а ты отдохнешь. Согласна? О, покровитель, накажи меня, но сделай ее счастливой. Как я мог подавить жившее в ней чувство, если сам, того не сознавая, находил в этом какую-то прелесть? Куда легче ненавидеть грех в самом себе, чем в любимом существе. Помоги мне и спаси ее. Сделай так, чтобы моя дочь была счастлива в этом браке. Я ждал, что она подарит мне отцовские радости. Пощади ее ради меня. Ведь я пожертвовал всем, приняв духовный сан. Залихан? Что случилось? Почему ты здесь? Я хотела бы поговорить с тобой. Я готов, но почему именно здесь? Что скажет Керим? Оставь Керима в покое. Он слишком чистый для меня и для тебя. Он не вынесет еще одного испытания. Пусть будет по-твоему. Говори. Хотя я, кажется, догадываюсь. Ты убил Урусхана. За него некому отомстить, потому что он изгой. Я сделаю это. Я защитил честь названного брата. Что в этом плохого? Ты подло выследил нас. Ты знал, что мы любим друг друга, и все-таки настоял на свадьбе с Керимом. Какая же тут честь? Если хочешь знать правду, выслушай. Если нет, стреляй в меня. Говори, Зураб, только недолго. Я не говорил об этом никому, Залихан. Но я давно люблю тебя. И все это время я не мог сказать об этом.
Я не верю ни одному твоему слову. Ты опять хитришь. Когда мы побратались, Керим признался мне, что хочет жениться на тебе. Я решил побороть свои чувства и уступить брату. Но когда я узнал об Урусхане, гнев затмил мой рассудок, и я решил, что ты будешь только моей. Ты поэтому убил Урусхана? Урусхану не повезло. Но и я ничего не мог поделать с собой. Я люблю тебя, Залихан. Из-за любви не убивают. Из-за любви умирают. Залихан, пожалей хоть Керима. Он не переживет этого. Ты прав, Зураб. Поезжай к нему. Я побуду здесь. Не жди меня. Я всю жизнь ждала тебя, Урусхан. Ты пришел, но ненадолго. Теперь я иду к тебе. Никто так и не узнал, куда подевалась несчастная Залихан. Но лисицы, которые беспрепятственно хозяйничают в священной роще, знают об этом. В их норах лежит много малых и больших костей. О, Дбау-Василла, помоги мне. Я не знаю, зачем ты отнял у меня моих детей. Моя Залихан была счастлива, когда любила. Наверное, нельзя так беспредельно любить человека. Так можно любить только Бога. О, Дбау-Василла, прости меня. Я иду к тебе. Прими меня, грешного. Солнце, склонясь за горой, взяло мое счастье к себе на покой. Склонилось и небо, пылая в крови. Я столько отдал ему нежной любви. Все мраком объято, мольба не спасла, боль в сердце утрата навечно внесла.
А утром вновь солнце лучи задрожат, но мне не вернут они счастья назад. Человек в этой жизни может так мало. Судьба сильнее. Она не дает нам вырваться, не пускает нас дальше, чем сама того захочет. Мы словно лошади на веревке бегаем по кругу и вечно будем на привязи. А если кто-то и сорвется, то он уже не будет человеком. Его судьба уже не будет человеческой судьбой. Видимо, в этом неразгаданная тайна нашего бытия. Мы созданы вечно стремиться к небу. Оно существует как нечто реальное. Оно такая же реальность, как наша неволя. Зачем оно существует для нас недоступно? Разве мы счастливее от этого? Зачем нашей маленькой судьбе, нашему тесному миру такое величественное окружение? Чтобы понять это, и дана нам, людям, любовь. Единственное, что есть на этом свете.